Всем привет, с вами я, Катя Некречи, и это «Важное в Крыму». Наконец мы с вами встретились для того, чтобы узнать, что интересного случилось на полуострове и ничего не пропустить. И пока мы начинаем, вы, пожалуйста, возьмите вот так вот своим пальчиком, подпишитесь на канал Крым Реалии и поставите лайк этому видео. Буквально на этой неделе, 23 февраля, в Генеральной Ассамблее ООН прошли дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. В том числе, конечно же, говорили про аннексированный Россией Крымский полуостров. Так вот, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время дебатов, которые там происходили, заявил, что российские власти в аннексированном Крыму стремятся уничтожить самобытность украинцев и коренного населения полуострова крымских татар. Это прям прямая цитата. Более детальное выступление Сергея Кислицы вы можете посмотреть по подсказке выше. Пожалуйста, смотрите. И, конечно же, подписывайтесь на нас и не забывайте ставить лайки нашим видео. Так вот, мы в нашем эфире «Радио Крым Реалии», конечно же, поговорили о значимости вот, собственно, этих дебатов в ООН. И говорили мы в том числе с главой Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Это очередное подтверждение того, что Российская Федерация спекулирует и постоянно искажает факты, потому что мы видим, что представители, и тут как раз важно, что не только Украина, а именно другие страны задавали довольно сложные вопросы, но эти все вопросы были подтверждены конкретными докладами Верховного комиссара, например, по правам человека, правозащитниками, и все эти факты были озвучены, и понятно, что ответы Российской Федерации были, как обычно, на уровне пропаганды. То здесь мы видим еще одно подтверждение того, что как раз-таки российская сторона пытается скрывать эти факты, пытается давать ложную информацию об этом. Это важно. Второе, здесь мы тоже видим позицию других стран, позицию международных партнеров Украины, которые в большинстве своем едины относительно вопроса оккупированного Крыма. Поэтому, в принципе, эти дебаты важны в том числе для того, чтобы бороться с той пропагандой, и скажу вам просто по опыту, что действительно и на уровне всех международных организаций, в том числе на уровне Генеральной Ассамблеи, Российская Федерация использует все те же приемы пропагандистские, то есть она распространяет абсолютно ложную информацию, любую дискуссию на тему Крыма и на тему нарушений прав человека, в том числе таких тяжких преступлений, как пытки, она пытается перевести в то, что в Украине фашисты, бандеровцы и так далее, то есть тот же самый нарратив использует, как и в своих пропагандистских программах. Поэтому такие мероприятия, они как раз позволяют, скажем так, держать руку на пульсе того, что на самом деле происходит, и не позволять России, скажем так, захватить информационно, в том числе такие важные площадки, как Генеральная Ассамблея ООН, и другие институции международных организаций. А вот как вот эти дебаты могут повлиять на ситуацию в Крыму и на Донбассе? Об этом мы спросили бывшего представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина. Политика ООН крайне важна для оккупированного Крыма. Российская Федерация, конечно же, как и сейчас, как и 10 лет назад, как с момента распада СССР, злоупотребляет своими возможностями в Организации Объединенных Наций, включая право вето в Совете Безопасности ООН, которого на самом деле у Российской Федерации нет, но на данный момент пока мы живем в таком статус-кво, когда по советской квоте, как говорится, представители Российской Федерации, занимая это место, блокируют любые инициативы, в том числе и связанные с российско-украинской войной. Понятно, что эта ситуация временная, рано или поздно она будет разрешена, согласно международному праву, но даже сегодня, даже в такой ситуации, мы понимаем, что любые обсуждения крымского вопроса в ООН крайне болезненны для Российской Федерации. Во-первых, они могут говорить что угодно, но само обсуждение говорит о том, что существует проблема. Что это не воображение Украины, что это не какая-то политическая позиция одной страны, что это как минимум мнение мирового сообщества. Во-вторых, следует напомнить, что именно в рамках ООН принято достаточно большое количество резолюций Генеральной Ассамблеи по Крыму. Да, Российская Федерация может сколько угодно говорить о том, что они ее ничем не обязывают, но они обязывают Организацию Объединенных Наций. Вся международная система, существующая сегодня, существующая с 1945 года, она сегодня живет в рамках этих резолюций. И таким образом именно они составляют сегодня важную политико-правовую, организационную составляющую и ситуации непризнания покушения на аннексию Крыма,
и основания для внедрения санкций против Российской Федерации и национальных политик. Российская Федерация это прекрасно понимает, поэтому она, соответственно, достаточно нервно ведет себя в ООН. Между тем, российский политолог Юлий Несневич раскритиковал деятельность ООН. Дело все в том, что, по-моему, организация ООН вообще потеряла какое-либо реальное влияние. За исключением, может быть, одной вещи, которую она продолжает делать довольно эффективно, это гуманитарная помощь. Во всем остальном мне, например, Организация Объединенных Наций напоминает такую большую песочницу, в которой каждое государство со своим совочком, со своими куличиками лепит то, что ему хочется. И более не того. Диалогов никаких там не происходит, решений там в этом смысле никаких не принимается, поэтому я к этому отношусь очень спокойно. Поговорили и разошлись. Причем все остались на своих позициях. Ничего существенного принципиально не изменилось. Понимаете, знаете, как у нас есть такая в России старая поговорка, вам шашечки или ехать? Если вам поговорить, то ради бога. Если вам принимают решение, то значит надо искать какие-то другие способы искать решения. Дело все в том, что надо помнить, что Организация Объединенных Наций была создана сразу после Второй мировой войны и отражала, в какой-то степени она была эффективна в том миропорядке, биполярном миропорядке, который существовал после Второй мировой войны. Миропорядок меняется. 23 февраля в Крыму и Севастополе объявили выходным днем. На аннексированном полуострове праздновали День защитника Отечества, а в Севастополе, кроме того, отмечали День народной воли. В то же время для крымско-татарского народа это очень памятная дата. 23 февраля 1918 года был расстрелян председатель правительства Крымской Народной Республики Наман Челебиджихан. О значении этого дня, этой даты, о 23 февраля мы поговорили с крымским историком Андреем Иванцом. Если говорить сугубо об историческом фактаже, то 23 февраля 1918 года Советская Россия получила ультиматум от Германии, Германской империи, о том, что она должна признать независимость Украины, Финляндии, стран Балтии, выполнить ряд экономических условий для того, чтобы война не продолжалась. Ленин убеждал советское правительство России сделать это, и на следующий день, 24 февраля, убедил. Собственно говоря, попытки в этот день проводить некие военные операции против наступавших немецких войск. Напомню, что Россия находилась в состоянии войны еще со времен 2014 года, как раз с германским блоком. И Украинская Народная Республика 9 февраля 2018 года заключила мирный договор со странами германского блока, Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. А Советская Россия решила ни мира, ни войны, и не заключала мир и не проводила войну. И поэтому появился этот ультиматум, который Ленин убедил таки принять советское правительство. То есть это можно считать датой поражения? Безусловно, это время, когда красноармейские отряды отступали. Попытка организовать некое сопротивление, например, как объясняла эту дату советская мифология. Вначале говорилось о том, что красноармейские отряды оказали сопротивление наступавшим немцам под Нарвой и Псковом для того, чтобы защитить революционный Петроград. Уже во время Второй мировой войны даже пропаганда военная более активно действовала, что в тот момент понятно, и говорили о победах, громких победах над немцами под Нарвой и Псковом. На самом деле попытка организовать оборону именно под Нарвой, куда даже выехал нарком обороны Дыбенко, она закончилась полным провалом. Сам Ленин писал о мучительном поражении, о нежелании полков защищать Нарвскую линию. В историческом плане это момент капитуляции Советской России перед немецкой Германией, перед ее требованиями. Также к нашему эфиру подключился и российский философ, публицист Игорь Чубайс. Давайте послушаем его мнение. 23 февраля 2017 года – это начало февральской революции.
И цель февральской революции была в том, чтобы провести выборы в учредительное собрание. А в октябре 17 года большевики совершили переворот. И главная цель – разогнать учредительное собрание. И для того, чтобы вытеснить и большевики, переворот большевистский победил. И для того, чтобы перечеркнуть февраль, они 23 февраля вообще не февральскую революцию отмечают, а выдумали День Красной Армии, День Побед Красной Армии. Вот. И побед никаких не было, Красной Армии еще не было, поэтому главная загадка, а что же отмечается 23 февраля? Вообще армия, конечно, в русской истории досоветской играла огромную роль, поэтому можно было бы найти дату в русской истории. Но нынешняя власть, опять-таки, в очень сложном положении. Вот из того, что говорила предыдущая выступающая или ваши гости, я бы согласился с тем, что чудовищный винегрет в голове у власти, и этот винегрет транслируется в общество, потому что власть является нормальной, когда она выбрана, когда она победила на выборах. А если выборов нет или выборы фальшивые, тогда нужна идеология, тогда от имени какой-то государственной мифологии нужно выступать. А нынешняя российская власть эту идеологию пытается создать, пытается придумать, но у нее ничего не получается, потому что еще 30 лет назад главным событием 20 века был Великий Октябрь. А потом СССР рухнул, теперь они говорят, что главное событие 20 века – это победа в Великой Отечественной войне. А я напоминаю, что следить за актуальными новостями, важными событиями вы можете на сайте Крым Реалии, делайте это круглосуточно. А вот в эфире радио Крым Реалии, в Крыму вы можете слышать нас на 648 АМ, вы можете узнать не только о новостях, но и о разных событиях, которые происходят не только в Крыму, но и по всему миру. Подписывайтесь также на наш YouTube-канал Крым Реалии, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Важная тема 100%. Занижают ли в Крыму данные о смертности от COVID-19? В начале февраля издание «Медуза» опубликовало материал, который называется «Теперь почти официально Россия на первом месте по числу жертв коронавируса на душу населения». Авторы этого материала исследовали разрыв между показателями смертности из разных источников. Журналистам удалось выяснить, что смертей от коронавируса в прошлом году в соседней России могло быть в 6,3 раза больше, чем признавали власти. И тогда страна заняла бы второе место в мире после США по числу жертв от COVID-19. Автор материала Дмитрий Кузнец в подкасте «Медуза» объяснил, какими данными он пользовался при написании этого материала. Давайте послушаем. Оперативные данные собирает штаб по борьбе с коронавирусом. Федеральные и его региональные подразделения собирают из лечебных учреждений, где, собственно, происходят смерти. Они не должны, конечно, по смыслу своему учитывать все смерти, которые произошли. Часть умирает вне больниц, часть умирает без поставленного диагноза, и потом эти данные неизбежно уточняются. Есть инструкция для патологоанатомов, согласно которым нужно трижды составлять бумагу о причинах смерти, где есть подозрение на коронавирус. Эти данные уточняются, мало того, они тоже потом собираются Росстатом и публикуются, они слегка выше, чем то, что публикуется оперативно каждый день штабом по борьбе с коронавирусом. После чего Росстат по итогам каждого месяца собирает с ЗАГСов данные о смертях от всех причин. Эти данные обрабатываются, к сожалению, происходит это довольно долго, обычно публикация этих данных происходит через 40-50 дней после окончания каждого месяца. От ЗАГСа скрыть невозможно по одной простой причине. У нас нельзя хранить без выданной ЗАГСом справки о смерти. Кроме того, налицо очевидные манипуляции во многих регионах данными о смерти. Потому что в разных регионах этот разрыв между оперативными данными и последующими данными, которые дает Росстат, он составляет от процентов до 114 раз. Это вот Башкортостан. Он сообщает нам, что от ковида в регионе никто не умирает, при этом там довольно высокая избыточная смертность. В абсолютных числах Башкортостан входит в пятерку регионов с самой высокой избыточной смертностью в 2020 году. А все остальные регионы располагаются между этими полюсами. Скажем, в Москве довольно стабильно избыточная смертность превышает то, что сообщается в оперативных данных, в 2,5, 2,6. Из месяца в месяц это повторяется. Москва объясняет это тем, что в оперативные данные попадают только больные, у которых был прижизненно поставлен диагноз, то есть он подтвержден тестами, подтвержден клинической картиной, после чего туда добавляются две категории умерших. Первая – это люди, у которых коронавирус был подтвержден после смерти, и было подтверждено, что заражение вирусом повлияло на исход, то есть, собственно, на смерть. Непосредственно повлияло. То есть, это осложнение сердечно-сосудистых заболеваний, это пневмония и так далее.
Вторая категория – это люди, у которых коронавирус был подтвержден после смерти, но он не стал главной причиной смерти. Проблема в том, что мы не можем сейчас оперативно изучить все эти вопросы, потому что Росстат, начиная с апреля, то есть с начала эпидемии, перестал публиковать разбивку по регионам и по причинам смерти. В то же время Наталья Пеньковская, глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, выступила на совещании в российском правительстве Крыма и анонсировала снятие некоторых ковидных ограничений. Можно с уверенностью сказать, что мы прослеживаем четкую тенденцию к снижению заболеваемости. Естественно, темпы снижения, они меняются из недели в неделю, но в целом эта тенденция сохраняется на протяжении последних 4 недель. И мы можем серьезно говорить о том, что да, эта тенденция стабильная. И теперь мы сможем снять последние ограничения, за исключением отдельных, которые прописаны в вашем указе, Сергей Валерьевич, с 1 марта. Это будет касаться части тех ограничений, которые были введены на проведение свадеб, торжеств и других мероприятий такого характера. Но разрешено будет проведение выставок. И на сегодняшний день из ограничительных мероприятий по вашему указу, если ситуация не будет меняться, с 1 марта останутся только такие ограничения, как проведение массовых мероприятий. По количеству посадочных мест в учреждениях театров, кинотеатрах, да, или 50, или 75%, но тогда уже ближе к 1 марта вы примете это решение, исходя из той ситуации, которая будет. Ну, если та же динамика сохранится, то определить будет 75%, возможно, мест должно быть занято. Эксперт крымской правозащитной группы Ирина Седова высказала свое мнение относительно публикуемых российскими властями данных. Давайте послушаем, что же она думает по этому поводу. Когда мы смотрим на официальную статистику, которую публикует так называемый Минздрав Крыма, то это сразу понятно, что это вранье. И сначала мы пытались считать, это все вести. Сейчас мы понимаем, что расхождение между реальной ситуацией и тем, что пишут на своих сайтах оккупационные власти, конечно, огромное. Тем более сейчас, анализируя бигдату, журналисты «Медузы» подтвердили наши опасения и назвали уже примерно какие-то конкретные цифры масштабов трагедии. Да? Мы можем сказать только то, что мы ведем оперативную работу больше. То есть мы общаемся с людьми на местах, с медиками, с пострадавшими, и мы понимаем, что действительно огромная разница между картинкой, которую рисует телевизор пропагандистский, и тем, что на самом деле происходит. Потому что я вот, когда общался один из наших мониторов с патологоанатомом в одном из моргов крымского города, да, тот говорит, что периодически людей привозят, но запрещают ставить им диагноз, что они умерли от ковида. Ну, что они были заражены ковидом. Пишут, умер от внебольничной пневмонии. Что такое внебольничная пневмония? Чем она вызвана? Не пишут. То есть умалчиваются причины смерти настоящие. И это огромная трагедия, потому что я так понимаю, что россиянам людей не жалко, а тем более жителей Крыма, которые даже не россияне, им не жалко. Им важнее сохранить свою экономику. Важно обратить ваше внимание на то, что при подготовке этого материала редакция Крымреалии отправляла информационный запрос в Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю и в подконтрольной России Крымский Минздрав, но оттуда в ответ прислали ту же официальную статистику без дополнительных пояснений. За какими темами следим на этой неделе? 25 февраля исполняется 150 лет со дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки. И писательница неоднократно бывала в Крыму, где в общей сложности прожила около 3 лет. Вот вы знали об этом? Напишите, кстати, в комментариях. Пласт ее творчества напрямую связан с Крымом. О том, как Лесю Украинку вспоминают в аннексированном Крыму, вы можете посмотреть и послушать в нашем эфире. Он появится вот тут. 26 февраля в Украине отмечают День сопротивления российской оккупации. Журналисты радио Крымреалии готовят для вас спецэфир. Так что следите за нашими обновлениями в YouTube. Для этого обязательно нажмите на колокольчик, подпишитесь, и вы тогда уж ничего не пропустите. Также нам очень важно ваше мнение. Вы можете написать его в комментариях прямо под этим видео. А еще, если хотите оставить нам аудиосообщение, сообщить какую-то важную информацию, звоните по абсолютно бесплатному номеру телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Это были одни из самых важных новостей уходящей недели. Подписывайтесь
Подписывайтесь на Крым Реалии. Мы есть практически во всех соцсетях, которые можно себе представить. Заходите на наш сайт, слушайте эфиры радио Крым Реалии. С вами была я, Катя Некречия. До встречи.